Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами собрались на очередное, но первое в этом году заседание нашего Республиканского методического объединения учителей иностранного языка. К сожалению, сопредседатель Юлия Юрьевна Барышникова сегодня не сможет присутствовать, но на следующем заседании она обязательно будет. Уважаемые коллеги, наше сегодняшнее заседание посвящено очень важному вопросу и важной проблеме. Это как раз повышение качества образования. И все вопросы, которые мы сегодня будем рассматривать, связаны непосредственно с системой оценки качества образования в нашей республике. И мне бы хотелось представить Наталью Владимировну Чупрову, которая первая, не откладывая в долгий ящик, начнет представлять результаты ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку, которые мы получили в 2019 году. Наталья Владимировна, прошу вас занимать это место. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Начнем мы, говорить сегодня о результатах ОГЭ ЕГЭ по английскому языку. Ну, сначала у меня такие, то есть мы все уже с вами прекрасно знаем, у нас ОГЭ ЕГЭ достаточно уже давно присутствует в нашей жизни, поэтому тут вы видите некоторая такая информация, которая здесь, такая общая, которая вам хорошо известна. Итак, посмотрите здесь, пожалуйста, динамику по количеству участников за последние 3 года. То есть мы видим, что ОГЭ у нас, в принципе, примерно на таком достаточно большом количестве осталось, то есть 685 в 2018 году, 641, там 40 человек и чуть меньше, это ничего страшного, но мы видим, что с 2017 до 2018, то есть за 1 год, у нас был прям очень такой большой скачок. Динамика результатов, вот она, в общем-то, здесь тоже представлена, и мы видим, что в целом у нас результаты там улучшаются, то есть меньше человек получили неудовлетворительную отметку, причем их уменьшается, то есть идет на убыль. Если в 2017 было 7 человек, то в 2019 2. Количество троек у нас тоже достаточно уменьшилось. Немножко уменьшилось количество тех участников, которые получили 4. Но посмотрите, как сильно увеличилось то количество, которые получили 5. То есть получается, что в целом результаты по ОГЭ у нас по региону, по республике достаточно хорошие. Здесь же мы уже видим ЕГЭ. Мы видим, что здесь меньше, то есть если ОГЭ все-таки 600, где-то 80-640 человек, то здесь 450-460, то есть чуть меньше, в общем-то, наверное, это тоже и понятно, потому что здесь уже дети выбирают те экзамены, которые им необходимы для дальнейшего поступления. Здесь на этом слайде вы видите результаты ЕГЭ в 2019 году. Видим, что такая, скажем так, не совсем правильный, что ли, этот колокольчик, то есть он должен, где-то чтобы достаточно большое количество было тех участников, которые от 60 до 80 получают, у нас же нет, у нас, в общем-то, опять же, достаточно высокий процент тех, кто получает от 80 до 89. То есть в целом у нас получается результаты тоже неплохие, то есть средний балл 71,42, но мы видим, насколько он вырос по отношению к 2018 году. Опять же, в 2019 году, конечно, увеличился на одного человека, увеличилось количество тех, кто не преодолели минимального балла, потому что здесь у нас уже не отметки, а баллы, только идут. Но зато мы видим, опять же, насколько сильно увеличилось количество тех, кто получили от 81 до 100 баллов. 100 баллов в регионе у нас за последние 3 года не получал ни один участник ЕГЭ. В целом, вы знаете, что ОГЭ, ЕГЭ у нас сейчас
идут такой очень похожий, да, то есть такой форме, в формате, и там у нас проверяются умения аудирования, чтения, говорения, причем есть как монолог, так и диалог, ну и письмо. Ну и все навыки, которые присутствуют у нас в иностранном языке, это навыки произносительные, грамматические, лексические, навыки чтения письма, они также проверяются в этих экзаменах. То есть получается, что на самом деле эти экзамены, то есть это как экзамен какой-то, да, то есть тестирование, но проверяется все то, чему мы научили детей согласно программе, да, которая у нас существует. По этим экзаменам основными документами являются спецификация, кодификаторы, демоверсии. Все они есть у нас на сайте FIPI. Я думаю, что с этим и с сайтом, и с этими документами все хорошо знакомы. Я очень надеюсь, я вообще-то думаю, что вы ими пользуетесь, да, тогда, когда они вам необходимы. А в целом, как я уже сказала, у нас ОГЭ, ЕГЭ, то есть у них достаточно одинаковая структура, да, то есть здесь пока вы видите, потому что мы сегодня говорим о результатах ОГЭ, ЕГЭ 2019 года, да, 2019 года, поэтому пока вот все идет по 2019 году, вы уже, наверное, знаете, что в 2020 году небольшие изменения внесены в ОГЭ, да, то есть не такие существенные, но они есть, да, и там получается нумерация заданий немножко изменяется, но в целом на сегодняшний день у нас ОГЭ и ЕГЭ состоят из двух частей, письменной части, устной части. В письменной части и там 4 раздела, то есть это аудирование, чтение, лексика, грамматика и письмо, ну и есть устная часть, раздел 5. Задание 30, то есть в ОГЭ у нас, значит, задание 33, это задание с развернутым ответом, относится к разделу «Письмо». Необходимо написать личное письмо в соответствии с коммуникативной задачей. То есть участники ОГЭ должны дать развернутое сообщение, использовать правильные языковые средства, соблюдать нормы общения, соблюдать формат неофициального письма. Данное задание оценивается по 4 критериям. Вы видите, что максимальное количество баллов – это 10 баллов. Критерии у нас: решение коммуникативной задачи, организация текста, лексико-грамматическое оформление текста и орфография и пунктуация. Ну и, конечно же, мы должны помнить, что если у нас в заданиях с развернутым ответом, таких как письмо, в ОГЭ, да, в устной части монологическое высказывание, ну и в ЕГЭ тоже и письмо, и письменное высказывание и монологические высказывания, то есть там, где в критериях есть решение коммуникативной задачи, если экзаменуемый получает 0 баллов за решение коммуникативной задачи, то за все задание сразу же ставится 0 баллов. Это у нас было ОГЭ. Теперь посмотрите на ЕГЭ. У нас задание 39, тоже написать письмо личного характера. Ну и мы видим, здесь я выделила тот момент, что чем отличается. Отличается тем, что в ЕГЭ нужно еще и запросить информацию. Ну и, конечно же, объемом. Да? То есть ОГЭ у нас объем 100-120 слов, ЕГЭ 100-140 слов. Здесь оценивается по 3 критериям: решение коммуникативной задачи, организация текста, языковое оформление. Максимально можно получить 6 баллов. То есть то, что в ОГЭ у нас выводится как 2 отдельных критерия: лексика, грамматика и орфография, пунктуация, то здесь они объединены. Ну и про решение коммуникативной задачи 0 тоже получается 0. В целом можно выделить вот на основе результатов 2019 года, вот выделить такие типичные, что ли, ошибки, которые встречались у наших участников ОГЭ и ЕГЭ в Республике Коми. Ну, во-первых, непонимание формата задания, то есть встречаются, да, те, которые пишут, ну, это не совсем письмо, например, то есть идут как отдельные ответы на вопросы, да, где-то там какие-то рассуждения, где-то совершенно, то есть пишут, не отвечают на вопросы, как будто бы вообще просто сами о чем-то пишут кому-то, да, то есть не понимают само задание, что необходимо сделать. Не всегда, не все участники могут представить полный, точный ответ на запрашиваемую информацию. Чуть подробнее конкретные примеры тоже покажу. Да. Не было указания, что письмо получено не впервые. Это важный момент, потому что по критериям у нас идет ссылка на предыдущие контакты. Плюс у нас идет, что это друг по переписке, да, не тот человек, с которым мы только-только начинаем там знакомиться. Поэтому, конечно же, обязательно должно быть указано, что письмо получено не впервые. Ну, у некоторых не было благодарности, не было надежды на будущие контакты.
Ну и вот те моменты, которые я сказала, конкретно приведу примеры, то есть как не полно, не точно выражаются вот эти вот ответы. Ну вот, например, то есть в одном из вариантов ОГЭ, да, у нас был вопрос «How is Mother's Day celebrated in Russia?» И многие писали, ну, в общем-то, то есть здесь конкретно у нас, да, то есть как вообще в целом празднуется. Некоторые писали о том, как празднуют они у себя в своей семье, да, конкретно. Некоторые писали просто где. Ну, были такие моменты, где просто вот, ну, как бы перечисляли, что вот есть тут такой праздник тоже есть. И вот такие ответы, они засчитываются как не совсем точными, да, потому что здесь все же нужно было варианта, то есть как вообще празднуется, не только как мы конкретно, да, где, вот именно по всей стране. Следующий вопрос, он был такой: What presents do you usually give to your mom? И здесь некоторые писали наоборот, да, в точности наоборот, то есть они писали вообще о подарках, да, не о подарках своей маме, то есть, возможно, не обратили внимание, что, ну, вот, слово написано с заглавной буквы, что оно в единственном числе, да, ну, или некоторые писали в прошедшем, то есть, что они в последний раз подарили своей маме. Ну, вот такие ответы, они, в общем-то, считаются не совсем точными, да, то есть получается, что это не совсем правильно понято учеником, что необходимо писать, как необходимо отвечать на вопросы. Ну и вот такой вот тоже в этом же варианте был вопрос, да, то есть какие другие праздники вы празднуете вместе со своей семьей, и тут у некоторых просто были перечислены праздники, совершенно не было указания на то, что да, они их как-то празднуют, да, то есть там просто были перечислены праздники. И получается, это тоже приводит к тому, что это не точный ответ, да, потому что точно все-таки надо было писать конкретно о том, какие праздники празднуют в своей семье. Это был один вариант, у нас в ОГЭ было представлено два варианта. Второй вариант, он был вот такой, ну, то есть мы здесь видим, что здесь больше, да, там вопросы про фильмы. Здесь я бы сказала, что сложнее был вот именно первый вопрос. Многие не обратили внимание на вот вторую часть why, и не было вот этого ответа, да, и, следовательно, ну, привело к тому, что вопрос, опять же, то есть, вернее, ответ, он был частично выполненным. Ну, остальные два вопроса, в целом, я бы сказала, что они не было никаких таких сложностей, дети, в общем-то, отвечали на эти вопросы, да. По ЕГЭ у нас был один вариант в 2019 году, ну и вот такие вот были вопросы. Здесь вот этот первый вопрос, why should one cook at home, этот вопрос, он был построен в конце утвердительного предложения, то есть там было предложение, в конце вот звучал вот этот вот вопрос. И многие не обратили на него внимания, они не ответили на этот вопрос, что, в общем-то, привело к тому, что у многих потерялся балл. Второй вопрос, он был такой, да, то есть, опять же, мы видим, what about you, what are your preferences and why. Тут суть в письме сводилась к тому, что необходимо было, то есть, что ты предпочитаешь, готовить дома или ходить в кафе. Очень многие здесь, на самом деле, очень много детей, которые здесь писали, то есть, в предпочтениях, они писали о своих любимых блюдах. То есть, я люблю пиццу, потому что там, я люблю и так далее. Этот ответ, он засчитывался, но он, опять же, не точный. То есть, это не тот ответ, который здесь ожидался, да. Ну и третий вопрос, в общем-то, он не произвел никакого, ну, такой сложности, да, то есть, do you ever cook for yourself or for the family? В основном все, ну, на эти вопросы, то есть, на этот вопрос ответили в целом хорошо. Как мы уже говорили, в ЕГЭ у нас также следующий момент один есть, которого нет в ОГЭ, это нужно запросить информацию. Ну и вот в ОГЭ, то есть здесь я привела, в ЕГЭ, извините, здесь я привела кусочек вот этого, да, то есть новости. I've started reading a very interesting book in Russian. И нужно было задать вопросы о книге. И у многих, очень многих участников ЕГЭ были вот такие вот вопросы. Is the book interesting? Do you like the book? Эти вопросы, они не засчитывались, потому что они уже есть в самой информации. I've started reading a very interesting book. Он уже, значит, уже книга интересная. То есть уже смысла нет этого вопроса задавать. Да, или там нравится ли тебе, если говорю, что интересно. Да? То есть вот я бы сказала, что в этом году были, ну, такие вопросы, которые не засчитывались. Да? Конечно, были и вопросы там, о чем книга, да, то есть там сколько страниц в книге и так далее, много ли там картинок, такие вопросы тоже были, они засчитывались, но вот такие вот нет, хотя ну, даже если грамматически они были правильными, да.
извините. По организации текста, то есть мы с вами помним второй критерий и в ОГЭ, и в ЕГЭ это организация текста. Сюда у нас входит логичность, деление на абзацы, написание адреса, даты и так далее. Ну и вот здесь вот эти вот типичные такие ошибки. Написание адреса. Многие не пишут страну, хотя у нас страна обязательно. До сих пор есть работы, где идет обратно адрес, то есть сначала страна, потом город, да, что сводится к тому, что это ошибка. Дата, не пишут дату. Или вот у нас второй год появился, то есть до этого как-то не было, у нас почему-то появились такие работы, где дата пишется до адреса. Да, то есть вот это вот у нас появляется такая вот ошибка. Немного, но все же появляются такие ошибки, когда дети пишут адрес, дату, ну как и положено в правом верхнем углу, и наравне с ними начинают писать обращение, и получается у них потом текст, он прерывается адресом и датой, да, то есть вот такое тоже есть, тоже идет, то есть там уже идет деление на абзацы. Подпись, некоторые пишут фамилию свою, да, завершающую фразу, некоторые либо забывают, либо не знают, какую писать, либо торопятся, да, ну и в целом, наверное, вот эти вот такие более сложные, это логические ошибки, использование средств логических связей, они тоже были, то есть некоторые делают такие ошибки, например, so не так где-то, да, куда-то написали, там anyway очень часто пишут и пишут не совсем правильно, вот, потому что здесь это письмо, что в ЕГЭ, что в ОГЭ, письмо базового характера, письмо личное, да, личное письмо, неофициальный стиль, поэтому здесь, таких средств логической связи самых базовых, каких-то and, well, that's why you know и так далее, этого уже достаточно. Причем у нас нет количественного параметра, поэтому главное, чтобы было, что какие-то были, а они, по идее, даже если мы отвечаем на вопрос, почему, у нас уже появится, так, что ты любишь и хотя бы, да, где-то, то есть, по идее, они появляются, но вот такие so, anyway, вот они вот ошибки. Ну и опять же появились, есть до сих пор ошибки в превышении, уменьшении объема, ну, наверное, не так много сейчас все-таки тех, кто пишет меньше, больше тех, которые пишут очень много. То есть, например, в ЕГЭ у нас были работы по 178 слов, да, и так далее, но мы понимаем, что это очень многое теряется, причем, да, то есть сейчас по критериям, в общем-то, если такой большой перебор, может даже случиться так, что ребенок получит 0, да, потому что у него теряется, у него 3 аспекта теряются последние, например, да, и получается 0 баллов. Такие, к сожалению, у нас тоже были в 2019 году. В целом, наверное, вот этот вот критерий языковое оформление, то есть это лексика, грамматика, орфография, пунктуация, это самый такой сложный критерий у нас в том плане, что очень, то есть там самый низкий, что ли, да, такой средний балл, много ошибок. Но здесь у меня представлены примеры из ОГЭ, 9 класс, да, то есть мы видим, что глагол to be пропускают, либо глагол связку пишут несколько раз, да, то есть present simple тоже есть. Нет согласованности между подлежащим и сказуемым. Артикли, третье лицо единственное число. Порядок слов, очень часто ошибка, да, модальные глаголы с частицей to. Вот это вот типичные такие ошибки, которые сгруппированы, да. По орфографии, пунктуации тоже, такие вот примеры, вот эти вот слова, в общем-то, многие пишут с ошибками, да, то есть page, например, через y, comfortable, там, в суффиксе вместо буквы a пишут букву I и так далее, да, то есть такие вот ошибки встречаются. По ЕГЭ языковые ошибки будут чуть позже вместе с 40-м заданием у меня сгруппированы. Ну и второе задание письменной части ЕГЭ, то есть в ОГЭ у нас одно задание в разделе письмо, в ЕГЭ 2. Вот второе задание – это письменное высказывание, мое мнение, где учащимся необходимо высказывать свое мнение, мнение противоположное, привести аргументы, сделать выводы, вступление правильно сделать, логически строить свое высказывание, использовать средства логической связи, использовать нейтральный стиль. Оценивается по 5 критериям, да, максимально можно получить 14 баллов. Ну и, как уже говорила, решение коммуникативной задачи 0 приводит к тому, что все задание оценивается в 0 баллов.
Здесь мы видим, какие вот типичные ошибки. Наверное, ну, вот можно выделить то, что прямо вот по каждому аспекту вот эти типичные ошибки идут, да, то есть не могут сформулировать проблему, не могут сформулировать правильно свое мнение, противоположное мнение, да, не всегда соответствуют аргументы тем тезисам, которые они прописали. Но хочется отметить, что до сих пор у нас идут вот эта вот замена формата, то есть уже очень давно у нас идет письменное высказывание «ваше мнение», до сих пор у нас встречаются работы, аргументы «за» и «против». Ну и опять же, если мы смотрим по критериям, те письменные высказывания «за» и «против», они, в общем-то, зачастую приводят к тому, что ребенок получает 0 по решению коммуникативной задачи, потому что у него нет своего мнения, у него нет противоположного мнения, заключение, опять же, не соответствует, да. А по критериям, в общем-то, такие моменты, то есть если 3 аспекта отсутствуют, уже идет 0 баллов. Есть ошибки в повторе аргументации, то есть много пишут, ну, стилевое оформление. Мы знаем, что у нас 4, в основном, то есть выделяют 4 стилистические ошибки, это риторические слова, риторические вопросы, извините, сниженная лексика, стяженные формы, разговорные формы, да, то есть и здесь разговорные конструкции, и получается, что в основном можно заметить это сниженную лексику и стяженные вопросы, и риторические вопросы. Стяженные формы, извините, да, то есть don't, там mustn't, вот это вот очень часто пишут, да, стяженные формы, и риторические вопросы. Объем высказывания здесь у нас есть как перебор больше, чем 250, ну и есть те, которые пишут меньше, да. Причем мы знаем, опять же, у нас 10% вот это отклонение существует, здесь у нас 180, ну и есть работы, которые не доходят до 180 баллов, следовательно, они получают 0. В 2019 году появилась, ну, такой момент в 40-м задании, что на выбор дается, то есть не одно письменное высказывание, не одно утверждение, дается 2 утверждения, ученику необходимо выбрать одно утверждение, и он уже пишет вот это вот конкретное одно. Ну вот в 2019 году эти темы у нас в республике были представлены, тоже у нас был один вариант, вот эти вот были темы. Ну, если вот по первой теме, то здесь вот хочется, ну, такие вот типичные ошибки были выявлены. Некоторые рассматривали образование в целом, да, то есть школьное образование, хотя тут у нас конкретно образование, ну, вот в высших учебных заведениях, да, там университеты и так далее. Здесь также, ну, вот, были такие работы, где не обращали внимания на слово young people, да, то есть тоже где-то, ну, не так, может быть, это категорично где-то было, но все-таки это где-то повлияло на то, что получали меньше баллов. Не все поняли слово essential, и многие противоположным мнением считали, ну, что должно быть, то есть compulsory, да, то есть не совсем то. Ну, а некоторые синонимом слова essential посчитали слово basic, то есть тоже не совсем. Ну, то есть здесь мы просто сделали вывод, что, скорее всего, слово essential, оно было незнакомо, да, либо не смогли найти какие-то синонимы, да, то есть это здесь у нас существенное, необходимое, да, такое. Вот, поэтому, получается, вот такие вот были ошибки. Вторая тема, казалось бы, вроде бы легче, да, потому что здесь, ну, вот про друзей, но тоже возникли сложности, потому что здесь не обращали внимания на слово real, да, то есть настоящий, то есть верный, настоящий, да, друг, либо некоторые антонимом писали слово pen friends, что тоже не совсем, то есть, ну, то есть они не могут быть, да, антонимом совершенным. Ну и в английском языке есть разница между to make friends и to have friends, потому что to make friends это все-таки подружиться, да, to have friends это уже иметь друзей. И очень многие вот здесь вот делали полную замену, что приводило к тому, что, ну, в общем-то, у многих потерялись баллы, то есть не очень были высокие баллы, у некоторых даже, в общем-то, из-за этого, ну, то есть получились нули, потому что, ну, когда вот полностью заменили, потому что это не совсем одно и то же. Ну, и там получалось, например, несколько аспектов частично, и вот они уже, ну, то есть 5 аспектов, если частично, то уже получается 0 баллов. Следующие, ну, вот такие типичные ошибки, которые здесь, да, то есть тоже у меня представлены. Ну, вот очень
такая типичная ошибка, то, что в письменном высказывании забывают о том, что это же все-таки письменное высказывание, да, то есть необходимо сначала как-то к проблеме-то подвести, и вот это вот общее представление, то есть такое, да, оно отсутствует, то есть начинают сразу же с предложенного утверждения писать. А что, ну, я не скажу, что это так, то есть это не то, чтобы привело к потере баллов, нет, да, но это не совсем правильно, потому что чисто по правилам письменного высказывания такой момент он необходим. У многих во вступлении не было противоречивости проблемы, то есть здесь обязательно указывать во вступлении, что проблема, то есть это есть противоположная точка зрения. Некоторые не перефразировали совершенно утверждение, приводили дословно, что тоже приводило к потере баллов. Такая типичная ошибка является то, что во втором абзаце многие писали, что они согласны с точкой зрения, а до этого писали две противоположные, поэтому получается, что тут не совсем понятно, да, ну и если мы смотрим по аспектам, у нас второй абзац, то есть нужно написать свое мнение, то есть не надо там соглашаться, нужно писать, вот мое мнение такое-то, да. Были такие, которые, например, в противоположной точке зрения либо писали, что есть противоположная точка зрения, но не давали аргументы, либо даже не указывали, какая она, да, то есть просто писали, но есть люди, которые считают совершенно по-другому, точка. Да, и начинали какие-то аргументы, например, писать, да, поэтому не всегда вот где-то можно было понять, что писали. Ну, в то же время были такие работы, где, например, в третьем абзаце то есть есть мнение, да, хорошо указанное мнение, но нет аргументов, да, то, что тоже приводит к потере баллов. Ну вот в четвертом абзаце тут трудности, ну вот, да, такие, что либо они писали, что не согласны с противоположной точкой зрения, но не приводили аргументы, либо наоборот, да, то есть приводили контраргументы, но не указывали, что они не согласны. Кроме того, в четвертом абзаце, то есть мы знаем, что четвертый абзац, он связан с третьим абзацем, да, то есть нужно писать контраргументы на те аргументы, которые даны в противоположном мнении, но многие приводили совершенно иные аргументы, то есть они вот, не сопоставлялись. Ну и до сих пор, в общем-то, есть такие работы, где в заключении, хотя у нас в плане прямо указано, да, что в заключении необходимо подтвердить свою точку зрения, но у нас многие пишут, ну, сколько людей, столько мнений, кто как хочет, пусть так и считает, что, в общем-то, приводит к тому, что уже нет одного аспекта. Нет одного аспекта, даже если все остальное хорошо, вот этого одного аспекта нет, у нас уже теряется 2 балла. То есть уже 1 балл идет решение коммуникативной задачи, да. Поэтому тут, конечно же, с этим, ну вот, немножко вот этот вот момент, который хочется обратить внимание. Ну, да, как и написала здесь в примерах. То есть многие писали, образование имеет свои плюсы, пусть каждый решает, что ему необходимо, да, или дружба это важный подарок, ну и так далее. По организации текста здесь, ну, наверное, я бы сказала, что не было таких много ошибок, типичных ошибок по делению на абзацы, в общем-то, в целом неплохо. Здесь, наверное, больше вот такая ошибка более выделяется, это не всегда правильно используют средства логической связи, да, ну и логичность, когда либо указывали свою точку зрения, давали аргументы, которые не совсем соответствовали, да, или иногда как-то вот перескакивали с одной мысли на другую. То есть такие логические ошибки встречались. Что касается лексики, ну здесь у меня уже такие разные, то есть ошибки и по 39-му заданию, по 40-му. То здесь мы видим, что в 40-м задании, так как задание высокого уровня, то, конечно же, учитывается не только количество баллов, но и разнообразие лексики. И здесь у тех участников ЕГЭ, у которых повторялись одни и те же лексические единицы, конечно же, не очень был высокий балл по критерию лексика. Вот это такая типичная ошибка. Ну, здесь вы видите, опять же, те примеры. Это неправильное использование, сочетаемость некоторых лексических единиц. Незнание лексических единиц, ну, такие, то есть тех, которые похожи в какой-то степени, наверное, в русском языке, да, то есть похожи по значению, например, to learn, to teach, to know, to learn, да, вот эти вот они вот идут ошибки. Ну и здесь вы дальше, то есть ошибки, которые вот выделены, это те, которые вроде бы кажется, что это орфографические ошибки, но на самом деле это ошибки лексические, потому что орфография привела к тому, что поменялось значение слова. Да, это у нас относится к лексическим ошибкам.
А по грамматике, ну, тоже, в общем-то, некоторые ошибки, они очень похожи на те, которые были в ОГЭ тоже, да, то есть глагол связка неправильно используем, либо пропускаем, да, либо где-то несколько раз его используем. Артикли, несогласованность местоимения существительного, так, например, здесь, как здесь, да, this people. Вопросы, то есть когда задавали вопросы в письме, да, то есть идет неправильный порядок слов, неправильное употребление модальных глаголов, да, то есть глагола после модальных глаголов, частица to где-то теряется, видовременные формы, ну, третье лицо, единственное число, предлоги и так далее. То есть здесь, в общем-то, все вот такие вот примеры, они представлены. Что касается следующего критерия, орфография, пунктуация, ну, тут тоже, то есть мы знаем и должны помнить, что в ОГЭ, да, 33 задание письмо личного характера, что в ЕГЭ письмо личного характера, то есть мы на самом деле, ну и в 40-м задании тоже, то есть учитывается самая базовая пунктуация, да, то есть это точки в конце предложений, запятые между однородными членами предложения, ну и в 40-м задании, да и в 39-м тоже, там и в 33-м, получается, выделяем вводные слова, выделяем знаками запятыми, да. Получается, что здесь вот у нас при использовании средств логической связи не было знаков препинания, запятые между однородными членами предложения. Были ребята, которые в вопросах не ставили вопросительный знак. Ну и орфографические ошибки вот в таких вот словах, которые здесь, в общем-то, у меня тоже вот, прописаны. Что, то есть, ну, такие вот в целом результаты по ОГЭ, ЕГЭ по разделу письмо. Раздел говорения, оно тоже достаточно, то есть структура одинаково, похожа, да, у ОГЭ, ЕГЭ. В ОГЭ 3 задания, в ЕГЭ 4, чтение вслух и там, условный диалог, расспрос есть и там, есть монологическое высказывание и там, но в ЕГЭ монологических высказываний 2 задания. Ну и, конечно же, они отличаются, да, в целом, то есть там определенная тема в ОГЭ, а в ЕГЭ же нужно либо описать фотографию, либо сравнить 2 фотографии. Ну, первое задание, как уже говорила, это у нас чтение вслух. Ну, на слайде видите, да, то есть в чем цель, какие умения проверяются, это всем нам известно хорошо с вами, поэтому не буду на этом долго останавливаться. Типичные ошибки, это, конечно же, те, которые, во-первых, приводят к сбою коммуникации, это долгие, краткие звуки, очень сильно страдают, скажем так, у нас. Межзубные меняются на фрикативные, иногда наоборот происходит. У Б, то есть губно-губной на губно-зубной меняется, linking забываем, хотя, конечно, только вот в основных 4 позициях мы это смотрим, да, но вот как раз вот в этих 4 позициях-то и нет их, да. Ну, были такие моменты, когда не всегда, то есть, ну, правильно прочитали вот эти вот сами предложения, то есть это точка, они читают не с той интонацией, ну, либо перечисления. Так, безударные слоги, долгие, кратко уже говорила. Ну и тут вот даны конкретные примеры, это вот то, что у нас было в ОГЭ, да, то есть вот такие слова: century, court, world, да, women даже, то есть, в общем-то, что, ну, такое вроде бы со 2 класса, наверное, да, идет у нас множественное число, произносится так, но, к сожалению, вот это вот многие не сумели прочитать. Трудности при чтении чисел, даты, вот такие вот конкретные примеры были в 2019 году. Ну и неправильное ударение вот в словах, которые, ну, да, хочется, то есть произносят так, как они произносят на русском языке. Ну, с модальным глаголом вот cannot, вот это такая типичная, потому что отличается модальный глагол у нас cannot от других модальных глаголов, потому что если во всех других у нас ударение на not, да, must not, should not, то здесь, конечно же, то есть первый слог cannot, вот это вот такая тоже типичная ошибка. Допустим, английское и американское произношение. Да. Нет, не ошибка, нет, засчитывается, да. То есть тут вот именно больше... Повторите просто вопрос. Да, хорошо. Вопрос звучал в том, что засчитывается ли американское произношение. Да, засчитывается. То есть это не ошибка, да, если они произносят. Конечно, хотелось бы, чтобы, ну, как-то все было в одном русле, да, но здесь это, в общем-то, нет. То есть basketball там где-то, да, тут обычно, то есть ударение, как раз вот ошибка была в ударении, да, то есть то, что на русском языке делается, да.
А в ЕГЭ типичные ошибки, вот тоже мы видим, то есть была у нас вот очень такая серьезная ошибка, которая является ошибкой грубой, да, была, это слово ant, то есть тут на самом деле у нас был текст про муравьев, да, муравейники, ants, а тут как раз было наоборот у всех ants, да, то есть ну, у многих, не у всех, конечно же, у многих, а это является ошибкой грубой, да, потому что ну, идет замена слова. Вот. Ударение тоже, да, очень часто. Ну и здесь, ну, долгие, краткие, типичные звуки. Ну и тут также вот деление на синтагмы. То есть, вот, например, то есть, и то, что они, то есть ученики не могут правильно поставить паузацию, не могут правильно определить, где, как должно быть, да, то есть не могут правильно поделить на синтагму, говорит о том, что они ну, не совсем понимают, что они читают, да, то есть, конечно же, цель показать, что они не просто знают только навыки, да, то есть не просто они умеют читать какие-то слова, но они еще и понимают. Ну вот здесь вот как пример, вот у меня вот одно предложение, оно было, это как раз из чтения. Ну и типичные, это вот неоправданные паузы у некоторых прямо после каждого слова, ну или вот это вот тоже типично, не дочитывают окончания слов, особенно это артикли, предлоги какие-то, да, либо наоборот, они их, в общем-то, где их нет, они их туда вставляют, да, то есть это вот такие типичные ошибки, что в ОГЭ, что в ЕГЭ они у нас встречаются. А второе задание в ОГЭ и в ЕГЭ это у нас условный диалог-расспрос, но в ОГЭ необходимо дать ответы, то есть там идет аудиозапись, необходимо ответить на вопросы, максимально можно получить 6 баллов. А в 2019 году у нас тема была такая, родной город. Ну и здесь вот такие вот типичные ошибки, которые не очень, ну, то есть явно видно, что не совсем все поняли. Ну вот, например, был Where is your hometown located? Очень многие участники говорили My hometown is located и называли свой родной, то есть ну, название, да, My hometown is located in Syktyvkar, да, например. То есть, понятное дело, то есть вот тут, ну, скорее всего, My hometown они поняли как дом, квартира, да, вот что-то вот, ну, то есть не совсем правильно поняли вот это вот выражение hometown. Ну или во втором вопросе не поняли what is your hometown famous for, да, то есть все-таки famous for это не то, что известен, ну, то есть, да, вот они говорили, что нет, это мой город неизвестный, никто о нем не знает, а тут все-таки чем славиться, что ли, да, то есть, ну, что такого особенного в вашем там городе, селе. Ну вот это вот тоже, то есть what is your favorite place in your hometown, why do you like it? Некоторые либо не говорили why do you like it, либо вот как вы видите, то есть говорили о своей квартире, да, то есть говорили, то есть my favorite place in my hometown is my room, там, да, что-то. То есть понятно, то есть, ну, скорее всего не было понято вот именно это hometown, да, то есть hometown не услышали, может быть town не поняли, да. Ну или вот как здесь we have a very nice river Волга, ну то есть понятно, что здесь, то есть нет у нас, да. Здесь. И поэтому what is your favorite place? Конечно же, Волга не могла относиться к нам. Следующий вопрос, 4-й был, ну вот мы видим, он уже посложнее, да, это уже проблема окружающей среды, и тоже, ну вот идет in your hometown, да, многие говорили вообще в целом, ну то есть услышали, да, какие-то, поняли, что надо говорить про это и говорили, но не про себя. Некоторые... Следующий, 5-й, да, вопрос. Не поняли вопросы, отвечали, в какой стране лучше жить. То есть не поняли, что in the country это не страна здесь, да, а имеется в виду сельская местность, да. Ну и в последнем тоже, в общем-то, либо говорили о своей квартире, ну, либо говорили, что хочется улучшить погоду, да, а тут все-таки what would you like to improve it, это would you like, то есть чтобы ты вот смог, да, ну, погоду, наверное, мы не сможем еще пока сами вот так вот улучшить, да. То есть в целом, ну, кажется, что дети не поняли вот именно это hometown, да, и вот они вот как-то вот отсюда вот пошли вот такие вот ошибки. Что касается в ЕГЭ, необходимо задать вопросы, то есть здесь, да, то есть не отвечать на вопросы, а задавать, максимально 5 баллов можно получить. Задание у нас было такое, нужно было задать вопрос о магазине одежды, ну и вот опции это те, которые здесь у нас представлены. Типичными ошибками хочется сказать, что до сих пор многие не понимают вот этого opening hours, да, то есть и все до сих пор идут, что это часы открытия, хотя на самом деле это у нас часы работы, да, поэтому много-много было таких вопросов, когда открывается магазин. В следующей опции вот это вот available sizes,
либо в единственном числе задавали, да, ну, либо, в общем-то, не совсем понимали, то есть, are there available sizes, а какие available, да, то есть, понятно, что тут нужно было спросить, какие вообще размеры там, да, то есть, какой этот размерный ряд и так далее. Вспомогательный глагол у многих был ошибкой, и тут, то есть, прямой вопрос учитывается, насколько правильно задан вопрос, то есть, он должен быть задан как вопрос, да, и если, конечно же, были ошибки, то именно в плане задавания вопроса, то, конечно же, вопросы не засчитывались. Не обращают внимания, вот, например, да, словом там, discounts, не обращают внимания, что это множественное число, говорят в единственном числе. Не совсем, скорее всего, тоже поняли вот такую опцию free parking, да, и поэтому задавали вопрос, what is the price for parking? Хотя free parking уже предполагает, что это, да, то есть бесплатно. Ну или are there там parking, да. Ну и порядок, то есть была вот эта вот опция how to get to the shop by public transport, но вот здесь вот неправильный порядок слов тоже, в общем-то, встречался. То есть в целом вот эти вот такие вопросы. Ошибки, извините, в этом задании. А третье задание в ОГЭ, это у нас монологическое высказывание, 1,5 минуты на подготовку, и максимально можно получить 7 баллов. Оценивается по 3 критериям, и тоже решение коммуникативной задачи является достаточно важным критерием. Если там 0, то значит 0. Ну, здесь у нас такие типичные ошибки, которые, опять же, вы видите на слайде. Ну, наверное, хочется больше вот остановиться, что ли, на том, что очень многие дают по одной фразе на каждый пункт плана. А это, в общем-то, приводит, ну, не к монологическому высказыванию, и по критериям это выходит достаточно плохо, да, то есть там до 0 идет. Они используют средства логической связи, да, ну и иногда, то есть именно не связывают эти пункты плана, а ну, получается как будто бы не связано монологическое высказывание, а ответы на вопросы, то есть совершенно никак не связывают, просто отдельно говорят. Тема была такая, weather and seasons, ну, в таком плане, да, и вот, то есть очень многие не поняли вот этот пункт, да, где дана пословица. И получалось, что очень многие просто повторяли, да, то есть тут нужно было объяснить, согласен ты или не согласен, там, да, по поводу плохой погоды или там плохой одежды. Некоторые просто повторяли, вот, ну, то есть, да, и причем даже повторяли whether you agree with the proverb, ну, вот так вот полностью, да. Такой момент, what season is the best time in the region where you live, очень многие говорили о любимом сезоне, да, не совсем то, поэтому это тоже было не совсем точный аспект, потому что тут не надо было, ну, не совсем надо было, то есть можно было, конечно же, сказать, что это мой любимый, да, но все же нужно было, то есть, ну, почему они считают, что это вот самый лучший именно конкретно для сезона. А тут еще и такой был момент, то есть очень многие говорили лето, мое любимое время года, потому что я не хожу в школу, потому что у меня каникулы. Конечно же, здесь это, ну, вот в этом случае уже никак не относилось к тому, что здесь надо было говорить. Ну и, как уже говорила, было 4-5 предложений, такие работы тоже были. ЕГЭ, базовый уровень задания. Третье, тоже монологическое высказывание, но здесь необходимо описать фотографию. Причем коммуникативная задача заключается в том, что нужно рассказывать это другу, да, то есть ты разговариваешь с другом. Ну, таким образом у нас выглядит само задание, ну и даны фотографии, ребенок выбирает одну фотографию и описывает. Четвертое задание уже высокий уровень, относится к высокому уровню. Здесь необходимо сравнить, сопоставить 2 фотографии. Поторопилась. Так, ну и обязательно в 4-м задании экзаменуемый должен выявить общее и различное. То есть необходимо сравнить, да, и сделать какие-то, ну, то есть сопоставить их каким-то образом. Ну, таким образом мы видим, и вот у нас ну, такое было задание, что в этом году, да, то есть нужно было рассматривать способы подготовки к занятиям, да. Ну, если мы посмотрим вот именно по 3-му заданию, здесь хочется сказать, что вот такие типичные ошибки, неправильно интерпретируют содержание картинки, то есть не совсем понимают, что там, ну, то есть кто где, то есть в лесу находится человек, например, там, или не в лесу, да, вот, ну, так вот, в целом, если не объясняют, то есть, ну, такая типичная ошибка, это то, что явно видно, что есть какие-то такие заученные фразы, которые ученики выучили, которые они, ну, вот их используют, но они не совсем относятся к той или иной картинке, да, например, там, ну, допустим,
если вот так вот примеры, например, я решил показать тебе эту фотографию, потому что ты так давно не видел мою маму, а там где-то там на корточках сидит женщина, то есть маму-то ведь и не видно особо, да, ну то есть понятно, что ребенок просто заучил эту фразу, он ее приводит, вроде бы что-то сказал, но вот не совсем то, что необходимо, поэтому, конечно же, необходимо учить, обращать внимание на то, чтобы они видели картинку, что им, да, конечно, какие-то готовые клише, они нужны, но не от них только отталкиваться, да. Типичная ошибка, что по одной фразе дают, а если 5 пунктов плана по одному предложению дают, получается 5 предложений, это уже идет 0 баллов, да, у нас по критериям 5 предложений, это ведет к нулю. Не формулируют вступительную и заключительную фразу, причем очень много таких детей, которые начинают сразу же с первого пункта плана, ну и завершают, просто замолчали, да. Средства логической связи, про адресность, потому что здесь необходимо описывать другу, поэтому, конечно же, вот эта вот адресность, она особенно четко должна проявиться в пятом аспекте, да, почему ты решил показать эту фотографию другу, да, то есть I've decided to show this picture to you, там что-нибудь, да, вот в таком плане она обязательно, конечно же, должна быть, то есть ее вот не было. А фразу вот эту техническую I have chosen немногие понимают или забывают, что это фраза техническая, да, то есть если забыли про нее, ну и забыли, то есть она не влияет на баллы совершенно. Получается, что многие, ну, видать, потом вспоминают, и после того, как уже сделали вступление, уже рассказали первый пункт плана, вдруг они вспоминают про эту фразу и вставляют ее, и дальше продолжают, да, то есть получается такая очень серьезная логическая ошибка. Ну, конечно же, фонетика, лексика, грамматика, в общем-то, здесь у нас тоже такие типичные ошибки. По заданию 4 мы видим, что у нас очень, то есть какие-то ошибки, они похожи, тоже по одной фразе дают, не выражают свое мнение, то есть здесь предпочтения, да, их должны быть неполные, неточные ответы дают, опять же, неправильно интерпретируют где-то содержание, да, фотографий. Многим очень сложно выделить общие отличительные характеристики, да, то есть чем они отличаются, чем они схожи, эти картинки. Много детей, которые делают вот этот первый пункт, да, то есть там в первом пункте нужно сказать, ну, что происходит и где происходит, да, на картинках, то есть сделать как бы такое очень коротенькое описание, что ли, да, вот этих двух фотографий. Некоторые делают вот этот аспект очень объемным, все туда рассказывают, и поэтому у них потом не остается время на следующие пункты, ну, либо потом идет повтор, да. А здесь такое вот задание было, то есть в задании у нас было you prefer, многие говорили I'd prefer, то есть это, ну, опять же, такой изученный, что-то к чему привыкли, наверное, да, но с вот прошлого года уже вот это вот задание, то есть получается 4-й пункт в плане, да, он является очень важным, то есть там необходимо обратить внимание, во-первых, там говорится о чем, да, то есть на что направлено, что нужно сравнивать, да, и второй момент, там указывается вот как раз свои, то есть предпочтения, потому что там может быть условное, то есть что бы ты предпочел, может быть настоящее, что ты предпочитаешь, может быть даже такие варианты, что ты предпочитал, когда ты был там маленьким, то есть вот на это необходимо обращать внимание. Ну, видать, ну, не знаю, какие могут быть причины, но на это не смотрят, и поэтому у нас вот в этом году, в 2019 году как раз, да, было очень много таких, которые говорили I'd prefer вместо I prefer. Ну вот, что по поводу ошибок, в общем-то, мы видим, что они, ну, тоже очень такие типичные, что в письме, что в говорении, артикли, предлоги, множественное число существительных, особенно вот с этими, ну, в словосочетании one of, да, хотя в русском языке у нас тоже идет множественное число, да, один из, здесь вот на это не обращают внимания, both photo, например, да, артикли, да, где нужны, где не нужны, видовременные формы, глагол связка, лексика, особенно путают вот эти вот remember, remind, это у нас, когда говорят про третье, да, например, задание про фотографии, remind of, remind about, вот это вот очень такая типичная, да, на что надо обращать внимание. To take a mistake вместо to make a mistake, ну там hot clothes, например, ну и так далее, да, то есть class, classroom, cabinet, office, то есть такие вот слова, которые, ну,
так называемые, вот те, которые, не знаю, как ложные, наверное, друзья переводчика, которые на русском звучат по-другому, вот, ну, то есть, да, имеют другое значение, вот такие вот используются, то есть проявляются ошибки. Ну и типичные ошибки — это неправильное ударение вот в словах, которые у меня здесь прописаны в глаголах, потому что тут, конечно же, у нас отличие существительного от глагола, да, то есть в глаголе второй слог, contrast, да, там present, существительное будет на первом слоге. Вот это вот такие типичные ошибки, которые были в ОГЭ в 2019 году. Вопросы у кого-то из присутствующих, может быть? Нет. Спасибо. Нет вопросов? Спасибо. Отойду. Спасибо, Наталья Владимировна. Еще раз напомню, что типичные ошибки ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку представила председатель Республиканской предметной комиссии по английскому языку по проверке, да, результатов ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку Наталья Владимировна Чупрова. Уважаемые коллеги, мы с вами продолжаем, и я с удовольствием приглашаю Ольгу Юрьевну Шибаеву, председателя предметной комиссии ОГЭ, ЕГЭ по немецкому языку, для представления тоже результатов ОГЭ, ЕГЭ 2019 года. Ольга Юрьевна, присаживайтесь. Какая у вас презентация? Вот, нет. Итоги, как называется презентация, итоги. Так, не вижу. Куда тут скинул? Ну, я не вижу. Нет, не своя игра. Вот у вас, вы дали, видимо, у вас... У меня два. У меня вордовский документ. Это последнюю страничку нужно открыть. Почему откроем? Откроем. Последнюю страничку, потому что я его не включила. А презентация где у вас? Ну, давайте с флешкой посмотрим, что мне он скинул. Хорошо. Я сейчас посмотрю. Коллеги, извините, пожалуйста, да, небольшая такая техническая. Небольшая техническая. Вот почему-то своя игра в школе, это тоже моя презентация, но только почему она сюда пришла? Ничего страшного. Сейчас посмотрим. Нет, вот здесь тоже. Вот это итоги мониторинга. Нет. Как называют? Презентация. Вниз давайте Нет. смотрим. Здесь нет. Это не мое все. Да? Угу. Так, это я вам открыла. Самую последнюю страницу. Да, вот вы здесь можете, давайте я пока вставлю. Присаживайтесь. Вот здесь он делал. Вот там, где я сидела, он там делал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
Вот нормально. Сразу язык, наверное, да? Вот презентация. С текущего. Или сначала. Всё, начинаем, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу представить сегодня результаты участников единого государственного экзамена по немецкому языку. Именно я хочу остановиться на ЕГЭ как заключительном испытании для учащихся. Поэтому данные ОГЭ я сегодня не буду приводить, только единый государственный экзамен возьму. И больше, наверное, остановлюсь на количественных характеристиках. Вот на данной табличке мы видим, что количество участников ЕГЭ по предмету в 2019 году увеличилось по сравнению с 2018 годом. Незначительно, всего на одного человека, но по сравнению с 2017 оно уменьшилось ровно в 2 раза. В этом году не так много административно-территориальных единиц приняло участие в этом испытательном экзамене. Вот мы видим, в этой табличке представлен Сыктывкар, Ухта и Сыктывдинский район. Да? И большинство участников из экзамена представлено городом Сыктывкар. Основные результаты по предмету немецкий язык за последние 3 года, они, наверное, можно говорить здесь о положительной динамике по основным показателям. Да? Средний балл по республике в 2019 году составил 73,9. На этот стул? 73,9 составил средний балл, чуть ниже результата 2018 года. Там было у нас 74, да, и показатель 2018 года, вот как мы видим сравнение, он был самым высоким за эти 3 года. Выпускников, которые не достигли минимального балла в 2019 году, так же как и в предыдущем 2018 году, не было. Не то сказала, да, выпускников, которые не достигли минимального балла в 2000, да, не было, а в 2017 году их было 3 человека. То есть улучшились у нас здесь показатели, да. И плотность распределения тестовых баллов от 81 до 100 по сравнению с предыдущими годами, где она оставалась стабильной на уровне 3 человека, в 2019 году увеличилась на 1 человек, на 1 человека. Анализ результатов единого государственного экзамена по немецкому языку с учетом категории участников позволяет сделать такие выводы, что в 2019 году по сравнению с прошлым годом результаты сдачи экзамена выпускниками текущего года остались практически на том же уровне. Ниже минимального балла не набрал никто из участников экзамена, так же как и в прошлом году. Здесь мы видим с вами участников, получившие тестовый балл, не видим, вернее, участников, которые получили максимальный балл, 100, да, таких у нас не было ни 1 год за эти 3 последних года. И, наверное, мы можем увидеть здесь, что все-таки большинство участников из Сыктывкара, представленных Сыктывкаром, набрали
ну, среднее количество баллов от 61 до 80. В Ухте один участник справился он показал 100% в шкале от 81 до 99 баллов. Ну и представитель, выпускник одной из школ Сыктывдинского района набрал до 60 баллов. Вот в этой шкале он уложился на 100%. Вот здесь у нас получились такие результаты. По образовательным учреждениям вот я сделала выборку по школам, и хочется отметить хорошие результаты Ухтинского лицея номер 1, школы номер 21 с углубленным изучением немецкого языка города Сыктывкара, а также среднюю образовательную школу номер 22 города Сыктывкара. Вот здесь показаны их результаты. Теперь хотелось бы несколько остановиться на результатах выполнения заданий, тоже в таком числовом формате. Больше я подготовила, но вот по отдельным заданиям. Если представить все это в такой таблице, то мы с вами видим, что раздел аудирования, включающий в себя 3 задания: базовый уровень задания 1, повышенный уровень задания 2 и высокий уровень задания 3. Вот нумерацию заданий тоже указала, здесь видно, да, наверху. Я дала цифры в сравнении этого года, результаты этого года и 2018 года. И, в общем-то, везде видно, что везде идет динамика, незначительное снижение во втором задании по аудированию, да, мы видим. И задание базового уровня, я позволю себе напомнить, предполагает установление соответствия утверждений и фрагментов текста. Задания повышенного и высокого уровней сложности предполагают множественный и альтернативный выбор. Один верный ответ, соответственно, из 4 и 3 предложенных вариантов. Задания по аудированию на соотнесение альтернативный и множественный выбор экзаменуемые выполнили с разной степенью успешности. Однако процент выполнения по региону в среднем в 2019 году, ну, чуть-чуть оказался выше, чем в прошлом году. Если в прошлом году это было 79%, то в этом году он составляет 80%. При выполнении заданий базового уровня, как мы видим, да, экзаменуемые показали очень хороший результат, 95%. По сравнению с прошлым годом, ну, практически в 93%. И на основании этих данных можно говорить о том, что основная информация текста понимается экзаменуемыми. На задании 2 повышенного уровня выпускники получили в 2019 году результат несколько ниже уже, как сказала, да, в 2018 году, чем в 2018 году. Но и тем не менее 85,71% против 93,65% свидетельствует о том, что понимание запрашиваемой информации удается все-таки подавляющему большинству выпускников. Типичные трудности, с которыми экзаменуемые столкнулись при прослушивании беседы и соотнесении ее содержания с приведенными утверждениями, можно назвать как неумение определить отсутствие в аудиотексте запрашиваемой информации, что соответствует правильному выбору в тексте не сказано, неумение отличить факт отсутствия при наличии информации от ее несоответствия утверждению, что соответствует выбору неверно, восприятие и оценивание запрашиваемой информации на основе собственного опыта и знаний, а не на основе информации аудиотекста, который дает текст. Да? При выполнении заданий к аудиотексту высокого уровня сложности, вот 3 задание, да, с 3 по 9, задание на множественный выбор, результаты выполнения отдельных заданий как выше прошлогоднего, так и ниже. Но в целом же по заданию 3 мы с вами видим
что процент выполнения составил несколько выше, да, чем в 2019 году, чем в 2018 году. Но если перейти к чтению, то да, если вот говорить по аудированию, я выделила здесь немножко другим цветом, я не знаю, видно, да, наверное, все-таки, надеюсь, вот там, где снизились результаты у участников экзамена, вот мы видим в линии аудирования, мы видим, что это вот в задании 2. В линии по чтению у нас такого нет, да, результаты выпускники показали в 2019 году намного лучше. Чтение тоже включает в себя 3 задания. Более подробно так вот Наталья Владимировна уже рассказывала, да, на анализе по английскому языку. Поэтому я не буду останавливаться очень подробно здесь, только вот еще раз просто пройдусь, что задание, первое задание, оно соответствует номеру 10 в экзамене, это базовый уровень. Второе задание номер 11 по чтению, это повышенный уровень. И третье задание, номера в экзамене с 12 по 18, это задание высокого уровня. И еще раз хочу сказать, что результаты этого года, они ну, не насильно, не значительно, но все же выше, да, нежели результаты прошлого года. То есть можно констатировать о сформированности у выпускников умения выделять в тексте ключевые слова и понимать основное содержание текста. Да? Также можно говорить о сформированности умения у выпускников понимать связи текста. То есть участники экзамена умеют работать с контекстом, ориентируются в выборе средств логической связи, форм глагола и существительного. Таким образом, у выпускников 2019 года, как и у выпускников 2018 года, навыки и умения чтения соответствуют уровню B1. И очевидно, что наибольшие трудности традиционно вызывают задания 12, с 12 по 18, то есть высокого уровня сложности. Тем не менее, более половины участников экзамена успешно справились и с ними, и улучшили средние показатели. Да? Хочется сказать, что, ну, подведя итог по выполнению задания по чтению, средний балл у выпускников текущего года незначительно, но вырос по сравнению с прошлогодним. Вот здесь наверху для сравнения я показала данные. Да? В 2018 году он составлял 74,60, то в этом году он был 78,73. Что касается раздела «Грамматика и лексика». Здесь тоже все задания поделены на 3 части, что ли, так скажу, да. Причем первая и вторая – это базовый уровень, предполагает задание базового уровня. И третья часть – это задание повышенного уровня. С заданиями мы видим здесь тоже вот в этой линейке, что ли, да, здесь базовый уровень выпускники этого года повысили результаты, да, вообще по второму заданию мы видим, ну, 98%, это вообще хороший результат, да, и в третьем задании результаты снизились. Я здесь немножечко хотела бы остановиться, может быть, на все-таки, чтобы чувствовала, что немецкий, я анализирую немецкий язык, да, и наиболее такие вот ошибки в грамматике, вообще языковые знания, которые употребляются у нас, необходимы нашим детям и при чтении, и при аудировании, и, конечно же, в письменной части экзамена. Вот. Я хочу назвать, для нас, казалось бы, ну, несложные ошибки, но несложные задания, но дети делают ошибки. Например,
Множественное число существительных. Die Mannschaft надо было поставить alle 10 Mannschaften во множественном числе сделать, да? Форма склонения личных местоимений в дательном падеже с предлогом zu. Понятно, что zu требует дательный падеж. Может быть, сложно здесь вызывало то, что нам нужно было поставить личное местоимение. Zu ihm надо было сказать. Очень удивительно, что временные формы глагола вызвали трудности у некоторых выпускников. Например, при образовании формы партицип 2 sie hat besucht, либо в настоящем времени das Gebäude befindet sich на окончание вот здесь. Да, и склонение определенного и неопределенного артикля тоже вызвало некоторые затруднения у ребят. Например, эстетик an der Universität надо было поставить die Universität в дательный падеж. Ну и на склонении прилагательных, это, мне кажется, вообще у нас такая наиболее больная тема у наших выпускников, это склонение прилагательных, окончания. Ну и здесь то же самое мы видим. Sie behielt den erfolgreichen Namen, надо было den, множественное число, датив, несомненно, уже ставить окончание «н» у прилагательного, да, но вот дети здесь все время путаются у нас, к сожалению. Что касается далее, вот на табличке я представила здесь еще письменную часть, да, задание по письму, результаты, как у нас в среднем. К сожалению, средний результат мы видим, что здесь в этом году ниже, чем в 2018 году по письму. Да? Письмо у нас предполагает базовое задание базового уровня. Это письмо личного характера. В прошлом году мы видим, результаты были выше, нежели в этом году. Ну и 40-е задание высокого уровня. Это нужно было изложить свою точку зрения. Здесь у нас тоже результаты уменьшились. Да? То есть вот оба задания показали нам, что здесь ребята не смогли справиться в том или ином каком-то с тем или иным критериальным требованием. И тем не менее хочется отметить общую положительную тенденцию. Надо было, наверное, там выше взять все-таки. Ладно, ниже скажу об этом, извините. Значит, что касается письма, хочется отметить вот что. У выпускников 2019 года достаточно хорошо сформированы умения, которые связаны с написанием и оформлением личного письма, и несколько хуже умение составлять письменное высказывание с элементами рассуждения, то есть проблемное письменное высказывание. Но и также нужно отметить, что выпускники текущего года несколько хуже обучены умению письменно излагать свое мнение, нежели их предшественники. Что касается устного экзамена, нужно здесь сказать, что что касается устного экзамена, потерялась. Так, здесь у нас 4 задания, да, вот если мы посмотрим разбивку в таблице, то есть задание 41, 42, 43 это базовый уровень, задание 41 это чтение текста вслух, задание 42 это диалог, да, условный диалог, и где где выпускники должны поставить вопросы. Задание 43, базовый уровень, это монологическое высказывание. И задание 44, это уже более сложное, высокий уровень, да, более сложное задание при составлении монологического высказывания, используя средства сравнения
при описании двух фотографий. Здесь мы видим тоже у нас результаты, вот именно в последнем задании, в 4-м, ребята показали несколько хуже, или можно сказать, может быть, даже значительно хуже. Результат уменьшился на 12%, да, и снизились показания на 8% в реализации задания «Условный диалог-расспрос». Ну, в общем и целом, хочется сказать, что итоги показывают положительную динамику все-таки в 2019 году. Стабильно высокие результаты показали выпускники по аудированию, по чтению. Вот если мы посмотрим, вернусь сюда, да, по аудированию, по чтению, по грамматике и лексике. За задание письмо выпускники снизили свои результаты, и также за задание говорения тоже есть ну, буквально на 3% снижение небольшое. И такие данные позволяют считать все-таки достаточным усвоение школьниками региона в целом таких элементов содержания, как понимание основного содержания и запрашиваемой информации прослушанного текста, и как по чтению, так и по аудированию, понимание основного содержания прочитанного текста, а также понимание структурно-смысловых связей. Грамматические и лексико-грамматические навыки в разделе «Грамматика и лексика», написание письма личного характера, чтение текста вслух, умение вести диалог-расспрос, составлять связанное тематическое монологическое высказывание с использованием основных коммуникативных типов речи, как описание, повествование, рассуждение, характеристика. И в то же время итоги выполненных заданий высокого уровня показали недостаточное усвоение обучающимися таких элементов содержания, как полное понимание текста по аудированию и по чтению, письменное высказывание с элементами рассуждения по предложенной проблеме, то есть в формате «Ваше мнение», связанное тематическое монологическое высказывание, передача основного содержания увиденного с выражением своего отношения, оценки, аргументации, то есть сравнение двух фотографий. Я хочу сказать о том, что рекомендации по совершенствованию обучения и контроля умений и навыков по всем видам речевой деятельности, а также рекомендации по выполнению заданий единого государственного экзамена, они очень подробно изложены в документе «Методические рекомендации», да, по результатам экзамена в 2019 году, поэтому я не буду сегодня останавливаться на этом так подробно. Я думаю, что все это в документах можно изучить, все это можно найти. Несколько слов по РПР скажу. Просто у меня так. Немножко, может быть, необычно такое. Уважаемые коллеги, мы тогда плавно перейдем к следующему вопросу. Да, и поскольку Ольга Юрьевна анализировала результаты республиканской проверочной работы для девятиклассников, которые прошли вот в конце 2019 года, и эти результаты нам вот показали как раз такую, наверное, реальную картину, которая у нас существует с преподаванием иностранных языков в нашей республике. И Ольга Юрьевна Шибаева, да, представит результаты республиканских проверочных работ по немецкому языку. Очень кратенько хочу остановиться здесь на итогах региональной проверочной работы учащихся 9 класса по немецкому языку, тоже в таком цифровом формате. Конечно же, данные результаты, они намного хуже, чем результаты вот эти наши выпускные. Есть, наверное, я думаю, мы все понимаем причины, да, все-таки дети готовятся к ЕГЭ, они выбирают этот экзамен, а в этой работе принимали участие все школьники, которые изучают немецкий язык по республике. Вообще вот в этой таблице у меня не представлено, кратенько просто хочу сказать, что принимало участие по республике 56 образовательных организаций.
Вот. И тоже есть изложение, анализ подробно есть, да, со всеми выкладками статистическими, и можно все это прочитать. Я только хочу вот как бы заключительную таблицу показать и сказать, что эта проверочная работа, она включала в себя задания по аудированию с пониманием запрашиваемой информации прослушанного текста. Это задание ребята наши выполнили, вот вы видите здесь 57,58 результат. Да? Второе задание было по чтению. Нужно было, здесь проверялись умения и навыки, насколько дети умеют понимать основное содержание прочитанного текста. Результат у нас получился 52-59 здесь, немножечко хуже, чем по аудированию. Но совсем беда у нас, понятно, с грамматикой, да, вот 26% справились с третьим заданием. Третье задание предполагало проверить навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте, грамматические формы. И четвертое задание проверяло лексические единицы, да, вот, умения и навыки оперирования языковыми средствами именно лексическими единицами. Но здесь чуть выше у нас получился процент 34,92, нежели по грамматике, но все равно результаты, скажем так, плачевные здесь у нас, да, по употреблению языковых средств. И, конечно, эти результаты дают нам повод к размышлению, да, что нужно все-таки нам обратить внимание именно на работу с ребятами по совершенствованию вот таких навыков и умений, да, особенно грамматика и лексика. Все, наверное, так вот, если вкратце. Не было в этом году. Был 9-й. В прошлом году, по-моему, был. РП. РП был 9-й только. Уважаемые коллеги, у нас, да, в этом году, то есть уже теперь в прошлом году, в 2019 году, республиканская проверочная работа осуществлялась среди девятиклассников. Да, то есть тоже такой показательный момент, как наши девятиклассники готовы к тому, чтобы продемонстрировать свои результаты по освоению основной образовательной программы. Ну, в частности, по учебному предмету иностранный язык. И, уважаемые коллеги, поскольку у нас заседание такое достаточно серьезное, да, очень много чего обсудить, поэтому мы его разделим на два этапа. Сегодня у нас будет такое погружение в английский, немецкий язык, а в следующий раз мы рассмотрим все, что связано с французским языком. И мы будем продолжать разговор по как раз развитию системы качества в Республике Коми. И следующее наше заседание, забегая вперед, хочу объявить, пригласить вас к участию в этом заседании со своим обобщением опыта. Пожалуйста, активнее включайтесь, задавайте вопросы. Вот в этом письме, которое разослали мы, в письме приглашения был указан мой электронный адрес, да, и на который вы можете также посылать свои предложения к участию, к рассмотрению каких-то вопросов, которые вас интересуют по сегодняшнему заседанию. И в следующий раз мы обязательно более подробно остановимся на оценочных процедурах, как раз различных, не только связанных с основным единым государственным экзаменом, да, не только с государственной итоговой аттестацией, но также со всевозможными оценочными процедурами, которые также являются системой мониторинговых исследований нашей республиканской системы. А сейчас я приглашаю еще раз Чупрову Наталью Владимировну, председателя и ОГЭ, и ЕГЭ
по проверке результатов, да, предметной комиссии, для того, чтобы она представила результаты республиканских проверочных работ по английскому языку. Думаю, что видно, наверное, потому что я не знаю, как. Так, ладно. Итак, в 2019 году, как уже было сказано, республиканскую проверочную работу по английскому языку писали 9 классы. Ну, по английскому языку их большое количество. То есть вы видите на слайде. Не вижу тут. F5. Да. Итак, мы видим, да, то есть почти 7 тысяч человек писало да, республиканскую проверочную работу по английскому языку. Как уже было сказано, Ольга Юрьевна говорила о том, что проверялось. В общем-то, проверялись умения аудирования, чтения и грамматические, лексические навыки, ну а также навыки письма, но они были только на уровне того, что необходимо было грамматические какие-то формы написать, да, ну или напечатать. Да. У нас было предложено 3 варианта. Все те элементы содержания и требования, они соответствовали основной образовательной программе в 9 классах. Ну и тоже достаточно так вот кратенько, может быть, какими-то цифрами оперируя, рассмотрим вот эти вот результаты. Раздел 1 был задание по аудированию на средний балл. Вы видите 54,93. Цель была, то есть необходимо указать, выбрать правильный ответ из 3 предложенных вариантов, то есть необходимо было найти запрашиваемую информацию. Сами аудиотексты, они были из открытого банка заданий ОГЭ, вот, но задания, они отличались. То есть задания относились к такому базовому уровню, то есть необходимо было, например, кто из говорящих не любит путешествовать на самолете, да, и были даны альтернативы, имена героев, ну и вариант либо оба, либо никто. Было 5 заданий, и хочется отметить, что хуже справились вот с вопросами, которые вроде бы не такими сложными являются, да. Who is at the airport, who doesn't like to travel by plane, но лучше справились с вопросами, в которых встречаются более сложные видовременные формы, да, то есть, например, present perfect и present progressive, да, но вот по результатам вот как-то вот так вот получилось. Задание 2, раздел 2, это задание по чтению. Мы видим, что средний балл выше, нежели по аудированию. Здесь необходимо было установить соответствие между текстами и заголовками, то есть это проверялось умение понимания основного содержания текста. Ну и также тексты, они были из открытого банка заданий. 3 раздел, задание по грамматике. Средний балл мы видим, что он, в общем-то, достаточно низкий. Здесь необходимо было преобразовать слова, которые напечатаны заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Здесь не было дано никаких вариантов. Участникам, то есть учащимся 9 классов необходимо было самим преобразовать эти слова так, чтобы они соответствовали. Все вот грамматические явления, которые встречались в РПР, вот они здесь представлены. Это степени сравнения прилагательных, порядковые числительные, притяжательные личные местоимения, модальные глаголы, ну и вот такие вот видовременные формы. Ну, а в целом, наверное, в общем-то, были какие-то, такие сложные моменты, но их было вот по одному буквально, да, то есть в целом, в общем-то, было достаточно, вроде бы такие базовые совершенно моменты, но хочется отметиться, вот из этих вот грамматических явлений хуже справились. Ну, наверное, понятно past simple, passive, да, то есть, можно понять, что вот в целом, хотя я не говорю, что никто не справился, конечно, были те, кто справились, но, например, прошедший, то есть past simple,
да, действительного залога у правильного глагола edge или у глагола have, хотя это, в общем-то, такой глагол, который часто встречается, да, то есть он, ну, вот эти вот моменты, они были, ну, как бы хуже с этим справились. Ну и дальше остальные моменты мы видим. Глаголы, конечно же, были правильные, неправильные, ну, такие самые основные, но там появились, то есть какие-то сложности были. Раздел 4 – это задание по лексике. Необходимо было выбрать лексические единицы в коммуникативно значимом контексте, то есть был дан текст, были даны лексические единицы. 2 лексические единицы в списке были лишними. Но мы видим, что здесь, то есть, ну, достаточно неплохой процент выполнения. Ну и лексические единицы, то есть там ничего не надо было преобразовывать, необходимо было просто, в общем-то, их сопоставить, да. Ну вот такого плана лексические единицы были даны, да, то есть, ну я говорю, что и, например, там, третье лицо, единственное число, что все было указано, да, поэтому, в общем-то, в целом с этим справились, да, то есть получается вот, ну, такой вот вывод у нас из 4 разделов. Чтение, ну, вот это базовый, да, уровень, то есть на понимание основного содержания, это на самом высоком уровне. Дальше у нас аудирование, лексика, ну вот они примерно одинаковы где-то, ну чуть-чуть, да, так вот может быть. И, конечно же, то есть очень сильно у нас выпадает, что ли, вот из этого грамматика. Хотя, может быть, еще и сказать, что все-таки во всех остальных нужно было выбрать правильные варианты ответов, то есть уже были даны ответы. Здесь же в грамматике ответа не было, то есть необходимо было самим. Получается, это как речевой, да, такой, то есть речевые навыки, оперирование именно этими грамматическими явлениями. Вот, то есть получается, что вот он вот, ну, как бы у нас, то есть такой проблемным моментом является. Ну, вот, наверное, вот так вот кратенько хотелось бы мне вот остановиться на результатах РПР в 9 классах по английскому языку. Вопросы? Наши дети, когда записали, работу выполнили, у них возник вопрос. Ну, то есть они друг с другом поделились. Хотя там, наверное, в установках, потому что люди читали, были даны, пишите заглавными буквами, ну, естественно. Ответы некоторые давали не заглавными буквами. Снижались оценки? Нет. Не снижались, да? Но я понимаю, те, которые готовятся к ОГЭ, у них это уже в привычку, а те, которые, как вы сказали, все, тем было не снижались, да, за это? Хорошо. Нет, по-моему, нет, да, по-моему, то есть нет, они точно не, да. То есть пошли на встречу. Да. Понятно. Но если в прошлом году мы их выбирали, помните, там сколько-то процентов надо было четверочников, потом троечников и так далее, то в этом году, конечно, с одной стороны, хороший результат, что он правильный, верный, все сидели. Да, ну то есть если посмотреть, да. Ну вот по английскому языку, то есть получается, что в целом, ну такую неудовлетворительную отметку 27%, ну вот из всех вот их получили, то есть, да, то есть, и, да, они есть, это такая, наверное, ну, реальная картина, в общем-то, есть. Еще вопросы? Нет? Спасибо. Уважаемые коллеги, хочется вас заверить, что вот такие здесь поступил вопрос, если дети не писали заглавными буквами, как было указано в заданиях, снижалась ли за это отметка. Баллы, да, они могли получить меньше? Нет. Уважаемые коллеги, я вас уверяю, многие ответы, которые вызывали сомнения и так далее, они перепроверялись вручную. Да, то есть это все было перепроверено, и любое сомнение засчитывалось в пользу ребенка. Точно так же, даже если изначально выбор правильного времени не соответствовал ключам, но по контексту вполне вероятно, вдруг да и, возможно, то время, которое употребил ребенок, я вас уверяю, все засчитывалось в пользу ребенка. Поэтому я и говорю, что вот с полной ответственностью заявляю о том, что картина абсолютно реальная. Ну, забегая вперед, по французскому языку это гораздо хуже. Там больше 45%, которые не справились
с минимальным количеством баллов. То есть нужно было на отметку 2, да, набрать от 0 до 6 баллов. Так вот, от 0 до 6 баллов попало более 45%, к сожалению. То есть по английскому языку, поскольку он более распространен и процентное соотношение за счет количества детей уменьшается, да, вот, то по французскому языку, я как уже говорю всегда, каждый не справившийся дает очень большой процент. Да? Но в целом я считаю, что это как раз та реальная картина, которая и показано. И у нас на сегодняшний день последнее выступление. Я предлагала всем включиться в трансляцию своего опыта по как раз подготовке детей к результату, к экзаменам, к республиканским проверочным работам, то есть к таким важным мероприятиям, где бы дети могли познакомиться с форматами заданий, где могли бы предварительно почувствовать, насколько они способны предстать на этом экзамене, да, не опозорить себя, своего учителя, в конце концов, поскольку мы не забываем, пока это экзамен по выбору. Да? И, безусловно, у нас в ОГЭ и в ЕГЭ участвуют пока еще только дети, для которых иностранный язык очень важен в плане последующего уже освоения профессии. И я приглашаю Анну Ивановну Дуркину, учителя английского языка средней общеобразовательной школы номер 28 города Сыктывкара, которая представит опыт по подготовке детей к говорению, к ЕГЭ по английскому языку. Анна Ивановна, пожалуйста, занимайте место. Добрый день, уважаемые коллеги. Зовут меня Анна Ивановна, я работаю в 28-й школе города Сыктывкара. Работаю я 5-й год, и с прошлого года я задалась вопросом, как же мне быть. У меня в этом году 11-й выпускной класс, и есть люди, которые собираются сдавать ЕГЭ по английскому языку. Для меня это будет первый опыт, на самом деле, подготовки ребят к сдаче экзамена. И вот с августа месяца я, упорно начала работу по подготовке к части говорения. Если говорить о письменной части, то так или иначе мы ее касаемся каждый урок. То есть все задания мы отрабатываем как отдельно, так и в каких-то работах диагностических, проверочных и так далее. Но вот в части говорения, конечно, у нас очень много ошибок. Наверное, это связано с тем, что дети в основном не заинтересованы на сегодняшний день в изучении иностранного языка, особенно если говорить про общеобразовательные учреждения, то действительно больше предпочтения, наверное, дети выбирают для сдачи иностранный язык. Это те, которые пойдут, извините, учатся в гимназиях, да, лицеях, где есть дополнительные часы отработки для экзамена, различных решений заданий. Но вот почему-то все-таки говорение для меня стало проблемой, наверное, потому что на уроке мы недостаточно уделяем этому внимания. И сегодня я бы хотела представить вам, уважаемые коллеги, тот опыт, который я реализую уже на протяжении полугода. И если говорить о ЕГЭ, то в этом году у меня только 2 человека, которые собираются сдавать.
Но мы все работаем на перспективу, и уже в 2020-2022 году все ребята пойдут сдавать ЕГЭ. Я думаю, каждому из вас, коллеги, пригодится моя работа, которую сегодня хотела бы представить. Итак, ну, хотелось бы для начала остановиться на типичных ошибках, которые дети совершают при выполнении различных заданий. Я не буду останавливаться подробно, какие это задания, потому что ранее коллеги уже осветили эту тему. И для себя я первым делом наметила план работы, что же я буду делать. Конечно, начала с тех ошибок, которые ребята совершали на протяжении учебных лет, начиная с 10 класса, конкретно над заданием первым. Да, вы видите на слайде, какие у нас стоят проблемы. Это когда ребята в задании первом неправильно делят предложения на смысловые синтагмы, неправильно читают синтагмы с перечислением однородными членами предложения, не умеют правильно соблюдать тон при чтении повествовательных предложений, вопросительных конструкций. Далее, как говорила Наталья Владимировна, при чтении слов ребята не уделяют особого внимания на произнесение долготы гласных. Да, здесь у меня представлены некоторые слова, в которых это наблюдается. Далее, глухие и звонкие согласные, но это проблема, наверное, не только 11-классников, но и мы с этими проблемами встречаемся, когда учим детей читать во 2 классе. Далее, непроизносимые согласные, конечно, встречаются разные тексты, но все-таки иногда ребят смущает то, что есть действительно слова, где буквы не произносятся, не читаются. Ну и, конечно же, это имитация звуков. Те, у кого проблемы с произношением, они стараются заменить те самые английские звуки на русские. Задание 2. Значит, здесь у нас, как вы помните, необходимо нам с вами задать 5 прямых вопросов, да, собеседнику с целью выявления нужной информации. Значит, здесь на что следует обратить внимание, то есть на что пал мой взгляд. Ну, во-первых, то, что ребята в основном задают специальные и общие вопросы, да, допускают ошибки грамматические при построении вопросов, и то, что отклоняется от предложенного плана ЕГЭ. Это действительно так. В задании 3, как мы помним, нам предлагается с ребятами выбрать одну из предложенных 3 картинок и описать ее по плану соответствующему. Значит, какие проблемы у нас были? Во-первых, начинается путаница при описании картинок. Ребята стараются, значит, вместо одной картинки описывать всего понемногу. Да? Далее, незнание определенных клише, вводных конструкций, которые нужно использовать при описании картинок, да? И, конечно же, нет своего отношения. Не было на сегодня, ну, не на сегодняшний, а на тот момент, когда я составляла данный план, не было своего отношения к данной фотографии. То есть почему они ее выбрали, почему она им запала в душу, и они хотят ее описать. И задание 4, значит, здесь мы видим типичные ошибки, которые ребята совершают, когда вместо того, чтобы сравнить 2 фотографии по определенному плану, ребята просто описывают данные картинки, и на этом, в принципе, задание исполнено. Но, как вы понимаете, по критериям, соответственно, здесь уже 0 баллов. Далее, если не соблюдают все пункты плана, да, нет каких-то взаимосвязей между пунктами плана, опять здесь вводные клише и наречия, да, которые мы используем при составлении какого-либо текста. Опускают вступительную и заключительную фразы, не используют средства логической связи. И самое главное, на мой взгляд, это регламент. То есть они не укладываются в нужное время.
Поэтому для меня стал вопрос, то есть действительно, смогу ли я подготовить своих ребят к сдаче ЕГЭ, если не разберусь с каждым заданием, что нужно делать, как настроить ребят, чтобы сдача экзамена прошла успешно, снять психологическое, да, напряжение, настроить их на положительный результат. Значит, я разработала такие небольшие методические рекомендации для учащихся, то есть как себя вести и что нужно делать конкретно в каждом задании части говорения. Итак, для задания номер 1 необходимо ознакомиться с текстом, определить его основную тему, вспомнить правила постановки ударения в английских словах, попытаться разделить текст на смысловые синтагмы или отрезки, да, мы их называем. Конечно же, обратить внимание на чтение и произношение незнакомых слов, потому что это впервые может вам встретиться, да, обращать внимание на интонацию всех типов предложений, вопросительных, повествовательных, и соблюдать интонацию при перечислении однородных членов предложений. Что касается задания номер 2. Необходимо задавать вопросы, а не описывать картинку. Вот здесь тоже четко дети иногда не понимают установку, так как задание уже сформулировано на иностранном языке, и если рядом нет учителя, помощника, то мы можем столкнуться с такой проблемой. Далее, что касается вопросов специальных, значит, what about, tell me please, I want to know. Насколько мне известно, такие вопросы комиссии, да, при проверке часто не засчитываются. Наверное, здесь, значит, нужно нам подумать о том, чтобы дети все-таки умели задавать различные типы вопросов, да, не повторялись, не дублировали друг друга эти вопросы. Также не забывать о порядке слов в вопросительном предложении и, конечно же, вводные фразы, клише. Для задания 3 выбрать одну картинку, да, определить тему, возможную проблему. Этим ребята занимаются уже давно на уроках русского языка и литературы, поэтому здесь проблем в старших классах все-таки работы с текстом быть не должно. Также обратить внимание на вступительные и завершающие фразы своего монолога, сопутствовать, да, выполнять все пункты плана, которые прилагаются при выполнении задания, не забывать про собственное мнение, да, почему выбрана данная фотография. На каждый пункт плана примерно, вот как дают рекомендации и коллеги, по 2-3 предложения, потому что нам необходимо уложиться в объем от 12 до 15 фраз. И задание 4. Определить тему картинок, которые будут сравниваться между собой, определить проблему, значит, использовать план ответа обязательно, не забывать о своем отношении к данным картинкам, использовать фразы клише и слова связки. Ну и на основании данных методических рекомендаций я, значит, разработала некий комплекс упражнений, поделила 4 блока упражнений на более мелкие задания, чтобы было удобно отрабатывать какие-то моменты. Да? Если мы начинаем с первого блока упражнений, задание звучит следующим образом. Да? Выразительное чтение вслух отрывка из информационного или научно-популярного стилистически нейтрального текста. Итак, первым делом, что мы начинаем делать, это отработка звуков произношения в различных словах. Итак, что нужно здесь? Нужно соединить нужные звуки с данными словами, да? То есть найти
какая буква, какой звук обозначает. Вспомнить такие понятия, как дифтонги, трифтонги, гласные и согласные, долгие и краткие. Упражнение второе. Необходимо отработать паузы при чтении различных предложений. Задание достаточно, кажется, на первый взгляд легким, но, тем не менее, ребята, необходимо вначале прочитать полностью предложение, определить, где необходимо сделать паузы, да, наверное, для себя перевести то, что они читают, и тем самым продемонстрировать свое чтение перед учителем или перед классом, можно это использовать упражнение, и далее получить, значит, рекомендации, справился или не справился, почему, объяснить, да, где поставить где нужно сделать паузу и для чего она нужна. Третье задание – это работа над ударением. Прочитать слова и попытаться произнести предложение с тем смыслом, который ученик должен донести до читателя. Значит, можно выделять определенные слова, как, например, в третьем предложении выделено слово «voice», оно должно быть обязательно ударным. Здесь также, помимо того, что мы работаем над ударением, можно еще и поработать над расстановкой пауз. Да? Предложения достаточно большие, поэтому здесь возможность есть это сделать. Задание четвертое. Значит, прочитать предложение с той интонацией, которую вас просят. Да? То есть здесь предложения даны у нас утвердительные. Конечно, нужно знать, как произносить утвердительные, вопросительные, восклицательные предложения в английском языке. У каждого из данных типов предложений свои правила чтения. Вот над этим здесь мы можем поработать. Задание пятое. Прочитать предложение, соблюдая интонацию с однородными членами, когда мы перечисляем какие-то моменты в предложении. Здесь тоже нужно обратить на это внимание, потому что и, в принципе, в русском языке мы предложения с однородными членами тоже выделяем нужной нам интонацией. Задание шестое. Нужно прочитать, значит, общие вопросы с той интонацией, которую мы должны это делать. Здесь просто представленный набор вопросов. Задания можно давать как и на дом, так и отрабатывать в классе. Задание седьмое. Прочитать небольшой параграф текста, обращаем внимание на нужную интонацию, выделять нужные слова, соблюдать паузы. То есть здесь, когда мы отработали уже частично нужные нам моменты, мы соединяем все то, что мы наработали ранее, и проверяем сразу по нескольким аспектам. Далее, если вернуться нам с вами назад, вот задание седьмое, когда мы прочитаем полностью текст, то хорошо бы было, конечно, если бы еще этот текст был в аудиозаписи. Тогда у ребенка есть возможность слушать диктора и повторять за диктором несколько раз с нужной интонацией, паузом, соблюдение пауз, ударений и всего прочего. Ну и как раз эти задания, 8 и 9, относятся к тексту номер 7. Предполагается, что ученик произносит весь текст за диктором. И как вариант, чтобы научиться все-таки читать правильно, можно дать задание ребятам записать свое произношение на диктофон. У всех детей современные гаджеты, поэтому это не проблема.
Это что касается у нас заданий блока 1 при подготовке выразительного чтения. Блок 2. Значит, здесь на слайде у меня уже частично представлено первое задание. Значит, напоминаю типы задания блока 2. Что нужно нам с вами делать? Диалог-расспрос. Да? Нужно задать 5 вопросов на определенную тему. Для того, чтобы это сделать, то есть тоже нужно рассмотреть, над какими аспектами нужно поработать отдельно. И вот первое упражнение я предлагаю, значит, это расставить фразы в нужном порядке. Каким образом, да, то есть мы логически должны с вами выстроить диалог. Соответственно, с чего он начинается, основная часть, да, и чем заканчивается данный диалог. Должна быть логика последовательности диалога. Если мы этому научим, то... Задание 2, значит, работа над вопросами, опять же, типа вопросов, да, я не буду останавливаться, можно увидеть на слайде. Создание вопросов с определенным набором слов, задание 3 и задание 4. В 3 мы даем слова подсказки, слова специальные, с которыми мы можем это сделать. А задание 4 – это на построение грамматического построения вопроса, да, то есть с чего начать, что должно быть и в конце. 5 задание, значит, соединить вопрос с его темой. Ну, я думаю, здесь опять логика, да, что к чему относится. 6 задание, прочитать вопросы и, значит, определить тему. Вот это уже сложнее. То есть задание 5 мы просто соотносим, а в задании 6 уже ребенку нужно самому догадаться о теме. В задании 7, значит, мы подходим медленно с вами к как раз-таки заданию ЕГЭ. Что нужно сделать, да, дана картинка, даны условия, что нужно сделать, и приблизительный план для постановки 5 вопросов. Что касается блока заданий 3, я напоминаю, значит, 3 задание – это монологическое высказывание о сделанной фотографии. Значит, ребятам нужно выбрать одну из 3 фотографий и описать. Ну, мы начинаем обычно с перевода, потому что при описании фотографии монолог мы используем с вами present continuous, да, настоящее длительное время, и для этого нужно вспомнить структуру построения предложений. Во 2 задании я предлагаю, значит, ребятам посмотреть на определенные, значит, построения предложений при описании картинки, подробно разобрать план, да, мы с этим будем знакомиться. В 3 задании нужно поработать над речевыми клише, фразовыми глаголами, вводными конструкциями, дается текст, и ребята все это находят в тексте, да, сначала одно, потом по порядочку другое. В 4 задании нравится ли вам описание данной картинки. Даю картинку, даю текст к нему, ребята читают. Здесь мы опять акцентируем их внимание на то, что в этом описании есть ли вводные фразы, есть ли клише, как составлено описание, соответствует ли это описание пунктам плана, да, и так далее. То есть здесь уже ребята анализируют сами, здесь только часть текста представлена, это не полностью текст, здесь ребята анализируют сами, то есть что хорошо, а что плохо. 5 задание, значит, здесь дается картинки и набор текстов. Необходимо ребятам, ну, определить по чтению текстов, что к чему относится. И, наконец, мы подходим к заданию ЕГЭ, где необходимо описать картинку по нужному плану. Да, мы даем несколько картинок, ну, на данном случае прием у стоматолога. Так, и последний блок, задание 4, это сравнение 2 фотографий.
Значит, что мы прежде всего делаем? Мы знакомим с заданием, опять обговариваем критерии, обговариваем пункты плана обязательно, чтобы не получить по 0 баллов, да, за данное задание. Значит, что я предлагаю? Даю текст, даю 2 картинки, значит, ребята, вернее, читают данный текст, смотрят, что в этом тексте есть. Мы уже из 3-го задания научились находить клише, мы уже обозначили, значит, вводные фразы, конструкции грамматические, которые, да, мы можем использовать. Это все читают дети, анализируют его, конечно же, с помощью учителя это все, не то, что они самостоятельно выполняют, мы все это обсуждаем, фиксируем обязательно, что хорошо, что плохо, да, что не хватает. Ну и дальше, в соответствии с пунктом плана, мы должны скорректировать данное описание, извините, сравнение. И различные виды заданий. Ну, например, описать тему, да, и местонахождение этих картинок, то есть кто находится и где, до 3 предложений. То же самое задание, только найти общее среди картиночек до 3 предложений. Каждый может высказываться, да, и что можно сказать. Например, следующий пункт плана отрабатываем, что различного на этих картинках, обговариваем. И, значит, 6-е задание, какая картинка вам нравится, почему, да, здесь как раз отрабатываем свое личное мнение. Ну и, наконец, последнее задание. Мы полностью прорабатываем задание ЕГЭ по всем пунктам плана. На этом у меня все. Если есть вопросы, пожалуйста. Уважаемые коллеги, есть вопросы к Анне Ивановне? Нет вопросов. Большое спасибо, Крирос, Татьяна Дмитриевна, спасибо вам. Уважаемые коллеги, да, буквально один комментарий Наталью Владимировну мы попросим, поскольку эта тема очень связана с тем, что мы делаем повсеместно, да, насколько эта система подготовки действительно вот, может каждым быть использована, и вообще все, что думает Наталья Владимировна. Спасибо, Анна Ивановна. Я хочу сказать, да, на самом деле очень детально были представлены моменты разного вида упражнений. Я предполагаю, что их, то есть не на этом завершается работа, понятное дело, что тут выжимки, да, какие-то, потому что, иначе как. Вот, то есть без всего, да, то есть только не сможем мы только с этими, конечно же, я думаю, что у вас их больше. Вот, я бы, наверное, хотела, то есть в целом сказать, то есть очень кратко сказать, что да, вот, на мой взгляд, в общем-то, очень хорошо рассматриваете детально, вот, например, чтение, да, вопросы, монологи и так далее. Ну, наверное, только такие вот небольшие, да, такие, не знаю, моменты упомянуть, потому что там где-то вот рассматриваете, например, допустим, такой момент, кто сделал эту фотографию, да, у вас, то есть прям упражнение, кто сделал. На самом деле сейчас, вот по последним этим, да, то есть это не важно, поэтому, конечно, дети могут говорить, но чтобы они укладывались во время, то есть пункт у нас все-таки где и когда сделана фотография, да, то есть вот чтобы, вот этот момент он не уходил, иначе если много будут говорить кто, то есть кто на фотографии, это другой вопрос, да, то есть кто на фотографии, это, конечно, необходимо, да, рассматривать. Вы правильно сказали, что если мы смотрим, это было про монологическое, да, высказывание. По поводу диалога-расспроса вы правильно сказали, что там такого плана ответы, вернее, вопросы, которые задают дети, как what about, tell me, да, то есть они не учитываются, то есть они не принимаются экспертами. Ну и тут хочется, чтобы, наверное, обратить внимание детей на самом деле, что правильно, да, то есть вы говорите, чтобы задание нужно задать 5 прямых вопросов. А tell me please и так далее, это не вопросы, то есть чтобы дети понимали разную функцию, да, что это не вопросы, это идет повелительное наклонение,
ну вот просто, и даже такой момент, как could you tell me please, да, то есть, конечно, это идет побуждение к действию. То есть я понимаю, что да, вы все правильно говорите, просто, может быть, будет легче немножко детям, если они будут понимать, что это другая функция совершенно, да, чтобы у них не было, ну это же тоже как выглядит как вопрос, да, вот только вот такой план. Ну и такой, опять же, наверное, у вас такая была оговорочка по поводу как раз вот заданий, да, вопросов, там, что это вот приблизительный план. На самом деле он не приблизительный план вопроса, то есть это вот именно даже это не план, это те опции, да, которые даны для того, чтобы дети вот задавали вопросы. И, конечно же, то есть вы правильно сказали, то есть они должны именно по этим опциям идти, то есть вот один за другим, да, вот, то есть вот такие вот моменты, на самом деле, мне кажется, ну, естественно, конечно, ну, что-то где-то, понятное дело, вы работаете, вы будете где-то и дальше, ну, дорабатывать, наверное, да, и идти, вот, поэтому, ну, хорошо. Но я, раз уж здесь, то есть я бы, наверное, хочу вот такой, да, момент сказать, что я думаю, что, ну, такое вот мое мнение, что все-таки все вот это вот изнутри будем понимать тогда, когда мы будем проходить сами, да, через вот эту вот проверку. Поэтому, конечно же, ну вот призываю, то есть если у вас есть возможность, да, вот именно побыть, да, быть именно экспертом, да, во время проверки, потому что, ну вот, сами все понимаем, что все мы понимаем только тогда, когда через себя пропустим, да, вот, поэтому, потому что тогда вот эти все моменты, они будут. А так, на самом деле, мне кажется, достаточно, ну, да, достаточно такая хорошая система. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, еще раз благодарю всех выступающих. Очень стройная система Анны Ивановны, у нее такой дебют выступления на нашем, да, республиканском методическом объединении, и такой сразу успех, и такая хорошая работа была продемонстрирована молодым учителям. Дай Бог нам всем, да, представлять вот таким приблизительно образом все, что мы делаем. Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем наше республиканское методическое объединение. До встречи уже теперь в марте месяце. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, выносите свои предложения. И я еще раз призываю к тому, чтобы вы стали активными участниками, транслировали, обобщали, представляли свой опыт. Он у вас у всех уникальный, и нам всем, конечно, необходимо обмениваться и не вариться в собственном соку, а выносить это все на свой суд. У нас всегда есть эксперты, которые могут направить иногда вот в нужное совсем уж русло, и куда-то пригласить, в чем-то поучаствовать. Это очень важно в настоящее время, когда наша деятельность оценивается, в том числе и по публичному транслированию нашего опыта. Спасибо, уважаемые коллеги, до новых встреч!